Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим традиционно одновременно и на телевидение, и радио ТИТИМ. Саха-радио – это национальная вещательная компания «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Екатерина Голикова. Сегодня в студии ведущий редактор Юрий Сергеев. Здравствуйте еще раз. Итак, в нашей сегодняшней передаче проекты по повышению доступности услуг ЗАГС. Записи актов гражданского состояния республики. Предоставим слово руководителю учреждения. Подробнее после нашего короткого анонса. Во второй части программы «Путь к профессии. Как помочь в трудоустройстве людям с ограниченной возможностью здоровья». На вопрос ответит руководитель Якутского кадрового центра. Уважаемые телезрители и радиослушатели, наши телефоны подключены к прямому эфиру, поэтому мы ждем ваши вопросы по номеру 8 411 2 и 32 2066 и 32 11 66. Итак, в первой части передачи, как я уже проанонсировал, проекты по повышению доступности услуг ЗАГС. Зададим вопросы, конечно, прямо вот сейчас руководителю управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия Дарье Васильевне Слепцовой. Здравствуйте, Дарья Васильевна. Добрый вечер, Юрий Николаевич. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Представители ЗАГС, конечно, тем более руководство у нас не часто бывает в эфире, но я думаю, что сегодня есть такой интерес будет и у наших телезрителей и радиослушателей. Давайте начнем вот с чего. Наверное, с тех нововведений, которые вот сейчас существуют в работе управления ЗАГС, и какие приоритетные задачи вашей организации на сегодняшний период, пожалуйста. Скажу, что каждый год в ЗАГСы обращается около 80 тысяч человек. Регистрация проводится ежегодно 34 тысяч актов гражданского состояния, и поэтому, конечно же, наша основная задача – это повышение качества и доступности наших услуг жителям республики. С 2018 года у нас работает единая система ЕГР-ЗАГС, поэтому существует экстерриториальность, когда независимо от того, где находится ЗАГС, можно получить услуги в любой точке России. Да. Также у нас работает суперсервис рождения ребенка уже 4-й год, и около 60% всех регистраций рождений у нас осуществляется через портал госуслуг. Также для доступности услуг было обеспечено принятие законопроекта о наделении МФЦ полномочиями по регистрации рождения и смерти. С 1 марта этого года закон вступил в силу, и смерть и рождение можно зарегистрировать в МФЦ. Это особенно актуально в тех районах, где у нас один сотрудник. Также хочу сказать, что в этом году у нас наш основной проект был по запуску цифрового помощника по услугам ЗАГС с искусственным интеллектом. Это САИНа. Вот об этом мы тоже сегодня поговорим, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это нововведение, я считаю, новинка, наверное, не только у нас в республике. Хорошо, это потом подробнее будем так. Так, дальше, пожалуйста. Около 299 органов местного самоуправления у нас на настоящее время также оказывают услуги по регистрации актов гражданского состояния. Они наделены соответствующими полномочиями. Поэтому для того, чтобы повысить качество оказываемых ими услуг, буквально сегодня мы запускаем онлайн-обучение для сотрудников органов местного самоуправления на платформе Высшей школы инновационного менеджмента. То есть мы их буквально учим работать в самой системе ЕГР-ЗАГС. Мы с ними разбираем сложные вопросы. В конце обучения они сдадут экзамен и получат удостоверение о повышении квалификации по регистрации актов гражданского состояния. Также в этом году мы внедрили в практику внутренних аудиторов качества.
Это наши сотрудники, наиболее опытные сотрудники, которые в качестве аудиторов проверяют работу коллег, и они будут не только давать оценку текущих процессов и процедур, но и на соответствие стандарту качества, и будут координировать мероприятия по постоянному улучшению нашей работы. Поэтому в планах у нас еще утвердить стандарт качества ЗАГС Республики Саха-Якутия. И мы хотим, чтобы это касалось не только компетентности сотрудника, условий, вплоть до ремонта помещений ЗАГС по всей республике. Чтобы когда ты заходишь в ЗАГС Эвена-Батантайского района, были такие же условия, как в ЗАГСе города Якутска. Ну, грубо говоря, хотя бы по ремонту, по компетентности и так далее. Чтобы немного не мрачало, да, настроение, скажем, Ну, посетителей. мы хотим, чтобы был соответствующий стандарт, который был бы во всех районных отделах. Также мы сейчас переформатируем работу городского отдела ЗАГС по городу Якутску. Все-таки мы хотим, чтобы там был принцип единого окна, когда не надо ходить по специалистам, когда тебе нужно получить разные виды услуг. Зашел к одному специалисту, получил все 7 видов услуг, которые тебе нужны, у одного специалиста. Ну, принцип единого окна мы сейчас это называем. Поэтому сейчас мы там проводим ремонт, обучаем сотрудников. То есть сотрудники должны быть у нас универсальные и уметь делать все 7 видов актов гражданского, регистрировать все 7 видов актов. Вот, поэтому такие у нас планы. Также вы знаете, что постановлением правительства у нас был утвержден перечень дополнительных мест торжественной регистрации браков. Уже на дополнительных местах 19 браков зарегистрировано. Это у нас Ленские столбы, городской парк культуры и отдыха и площадь Республики. В этом году мы, значит, дополнили этот перечень 17 объектами в 12 районах Якутии. Это у нас в Алданском районе, в Верхнеколымском районе, Вилюйском, Горном, Мирнинском, Нюрбинском, Оленёкском, Среднеколымском, Сунтарском, Татинском, Верхневилюйском и Намском улусах. Я надеюсь, что таких мест будет больше. Мы подписываем с собственниками соглашения, чтобы они обустраивали. И я точно знаю, что в Татинском районе Тосмаолураха там уже была первая регистрация брака на якутском языке. И еще была регистрация брака тоже в Вилюйском районе. У них красивая набережная, и там уже была первая регистрация брака. Так, у нас телефонный звонок, да, Дарья Васильевна, пожалуйста, наушники. Я попрошу вас надеть. Алло. Алло, да, здравствуйте. 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 Ага. Вот с таким вопросом, можно ли подать заявление на заключение брака на август заранее, то есть? На август 2026 года, да? Спасибо. Да, 26. Да, в соответствии с законодательством у нас постановлением правительства Российской Федерации утвержден календарь рабочих дней, и, соответственно, мы тоже приказом управления утвердили рабочие дни на 2026 год. Это было буквально на позапрошлой неделе, и слоты на год уже открыты, поэтому я, конечно, понимаю, что свадьба — это такое событие, которое нужно планировать, там бронировать ресторан, звать гостей, там выбирать место, одежду, наряд и так далее. Поэтому, да, на год вперед запись открыта слотов, и можно записаться через портал госуслуг, подать заявление на регистрацию брака в торжественной обстановке. Так, уважаемые телезрители и радиослушатели, напомню, телефоны 32 0066 и 32 11 66. Мы работаем в прямом эфире. У нас сегодня в студии руководитель управления ЗАГС
при правительстве Республики Саха-Якутия Слепцова Дарья Васильевна. Дарья Васильевна, ну вот вы сказали, что регистрация браков, да, вот на Ленских столбах производите, вот, ну, конечно, красивые места и так далее, но вот, например, многие, насколько я вот знаю, жители нашей республики считают, что, ну, есть еще красивые места, например, река Амга, да, ну и другие места, почему там вы не можете организовать торжественное бракосочетание, скажем так? Регистрацию. Да, порядок торжественной регистрации браков на территории республики утвержден постановлением правительства республики. Да, поэтому, чтобы включить любое место, объект в перечень мест, где допускается регистрация, торжественная регистрация браков, установлен соответствующий порядок. Должно быть согласие собственника на торжественную регистрацию браков. Должно быть также предложение, должно поступить от главы района с учетом социальной, культурной, исторической значимости этого объекта. Поэтому если глава Амгинского района внесет такое предложение, безусловно, оно будет рассмотрено на заседании комиссии. И вот недавно я прочитал, и ну, даже, кажется, даже писали вот на федеральных каналах о запуске первого чат-бота, да, с искусственным интеллектом, ну, таким под красивым именем Саина. А вот по вопросам ЗАГС, ну, хотелось, чтобы, наверное, и наши радиослушатели, зрители тоже эта тема заинтересовала. Это новинка. Поподробнее, если можно, пожалуйста. Да, значит, цифровой помощник ЗАГС с искусственным интеллектом Саина запущен с 1 августа этого года. Пока он работает в тестовом режиме. Ну, это... Наша всеобщая задача, как сказал Айсен Сергеевич, это внедрение цифровых решений вообще в социальной сфере, которые служат, они должны служить людям, должны приносить реальную пользу и улучшать жизнь и помогать нашим жителям республики. Поэтому было такое предложение, что не надо ходить в отдел ЗАГС, не надо звонить, чтобы получить консультацию. Консультацию, да. Да, поэтому, когда мы изучали вопрос, каким должен быть наш бот, мы понимали, что она должна понимать простой человеческий язык. То есть в настоящее время у нас Аина понимает контекст вопроса, если даже слова написаны с ошибками или стилистически неправильно предложение выстроено. Она понимает простой человеческий язык. Средняя скорость ответа у нее в среднем 7 секунд. И хочу сказать, что пока Саина работает в тестовом режиме, мы оцениваем качество ее ответов, и на сегодняшний день качество ее ответов сопоставимо с качеством ответа специалиста ЗАГС. При этом у нее есть память, она помнит контекст диалога, о чем шла речь. И я хочу сказать, что да, действительно, Саина — это цифровой помощник с искусственным интеллектом для ЗАГС. Он первый по всей, такого нету по всей России. Я недавно выступала на федеральном канале, на федеральном совещании, и коллеги очень заинтересовались, они тоже удивились, что вот так вот может искусственный интеллект отвечать на все вопросы ЗАГС за очень короткое время. Сколько поступило вообще вот вопросов, да? За 2 месяца Саина ответила на более 2000 обращений. Ну, то есть уже более 2000 людей воспользовались возможностью задать ответ, получить вопрос, и не надо было никуда ходить, занимать очереди. Контакт, где можно узнать точнее? Да, значит, это у нас чат-бот на базе Telegram. У нас на официальном канале есть ссылка, можно по ссылке перейти, также на официальном сайте у нас. Также я веду свой телеграм-канал, называется Дарья Слепцова, без фантазии, да? Поэтому можно там увидеть ссылку, обратиться и задать вопрос. Поэтому... Ну вот тогда обратимся к нашим телезрителям и радиослушателям. Вот нужно воспользоваться, да, этой услугой, цифровой услугой. Саина. Так, ну у нас телефонный звонок. Алло, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вопрос. Ага, я хотел узнать, слышал то, что люди могут поменять свое имя на якутское.
И могу ли я поменять, и там что надо будет? Там от возраста зависит, не зависит? Мгм. Да, Я это хотел узнать. да, по перемене имени, услуга по перемене имени, она оказывается. Также можно записаться на получение услуги через госуслуги. Госпошлина за перемену имени составляет 5000. Увеличение произошло в этом году в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с 1 января 2025 года. Имя можно поменять на якутское. Главное, чтобы имя, на которое вы хотите поменять, оно не должно там содержать буквы, знаки и так далее. То есть, если вы выбрали имя, которое в соответствии с законодательством может быть принято, то да, любое имя можете поменять. Хорошо. Дарья Васильевна, давайте вопросам хозяйственным вашим, да, вашим полномочиям. Вот в социальных сетях обсуждали вот вопросы неоднократно по ремонту отдела ЗАГС по городу Якутску. Ну, что, вот этот Я вопрос согласна. волнует всех Я об телезрителей, радиослушателей. Тем Да. не менее, с внешней стороны вроде, да, благополучие, что там, видимо, уж сколько лет-то прошло этому зданию Да, после его ввода в буквально эксплуатацию. Да. около 20 лет Ну, у нас вот видите, 20 лет, да. ЗАГСы не ремонтировались. Конечно, косметический ремонт какой-то проводился, ну, но, конечно, на сегодняшний день требует все обновления, ремонта. Я с этим согласна абсолютно. И хочу сказать, что работу мы ведем по ремонту городского отдела. На сегодня первый этап ремонта уже начат. Сейчас мы ремонтируем кабинеты. Вторым этапом мы будем ремонтировать залы и так далее. Поэтому, да, ремонт городского отдела ЗАГС по городу Якутску мы сейчас ведем. Что касается крыльца, да, ну, когда это уже второй этап, следующей весной мы обязательно, конечно, будем ремонтировать. Ну, конечно, вот телезрители, радиослушатели тоже интересует вопрос, а все ли услуги от органов ЗАГСа, да, у нас в электронном виде? Что нет, скажем, Как я еще? уже говорила, Да. полностью услугу ЗАГС можно получить через госуслуги. Да. Это суперсервис рождения ребенка. Еще запущен один суперсервис, это утрата близкого человека, но, к сожалению, на сегодняшний день пока она не полностью реализована. Вы понимаете, что суперсервис — это когда через госуслуги получаешь полностью услугу, регистрируешь, и параллельно еще все виды услуг дополнительные, там постановка в очередь, оформление ИНН, полиса, СНИЛСа, то есть весь объем услуг можно получить через госуслуги. Поэтому на самом деле у нас активно молодые родители пользуются этим видом, и когда спрашивают, 60% родителей пользуются этим видом услуг, я говорю, что это не из-за того, что ЗАГСы хорошо работают, это из-за того, что наши молодые родители достаточно продвинутые. Я считаю, что вообще республика у нас более продвинута в этой части по цифровизации и так далее, поэтому вот такие цифры у нас. Да, ну вот хотелось несколько слов от вас услышать, да, Дарья Васильевна, о вашем коллективе. Вот в конце у нас где-то там минут остается, чуть-чуть больше, да, пожалуйста, вот каков сегодня коллектив органов ЗАГС у нас в республике, средний возраст каков, и вообще ветераны отрасли, по-моему, тоже есть у вас. Да, у нас средний возраст 44 года. Вообще есть клише сотрудника органов ЗАГС, да? Но мне кажется, что сейчас более-менее у нас коллектив сформирован. Стабилизировался, скажем так, да? Ну, в принципе, у нас много людей, которые выходят на заслуженный отдых. Ну, то есть нету такой большой текучки. В основном у нас от нас уходят на заслуженный отдых, скажем так. Поэтому я хочу сказать, что сейчас у нас команда, которая уже готова к изменениям. У нас достаточно их много. У нас есть цели, задачи, которые мы перед собой поставили, и я надеюсь, что мы всей командой с этим справимся.
Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, я хочу поблагодарить участницу нашей передачи «Якут сегодня» в первом блоке ее, да, вот, и пожелать вам успехов в дальнейшем, вот, развивать это дело, работу органов ЗАГС, совершенствовать ее услуги в электронном виде и в таком, скажем, обычном все равно это тоже требуется, наверное, и так у нас в республике. Поэтому всех вам благ и удачи. Спасибо большое. Ну, на этом наш первый блок подошел к концу. Сейчас рекламная пауза, уважаемые телезрители, радиослушатели. Потом вновь продолжим передачу «Якутск сегодня». Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. На часах 17 часов 39 минут и 8 секунд. Девятая уже секунда пошла. Как говорится, время идет, поэтому мы тоже должны сегодня поспешать. Сегодня у нас в студии Мария Трофимовна Слепцова, руководитель Якутского кадрового центра. И тема тоже очень актуальная. Путь к профессии. И вот как помочь в трудоустройстве людям с инвалидностью. Поэтому, уважаемые телезрители, радиослушатели, пожалуйста, если есть какие-то конкретные такие, да, скажем, оперативные вопросы, срочные вопросы, звоните, задавайте их. Телефон у нас 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Ну, Мария Трофимовна, как сейчас ситуация с трудоустройством инвалидности? Вот есть какие-то итоги, наверное, да, по этой части? Ну, если так взять, да, то картина у нас довольно динамично идет, да, надо сказать, это об этом говорят статистические данные отделения Социального фонда России. По их данным, вот на конец сентября месяца у нас работало в городе Якутске 2532 человека с инвалидностью, да, это если взять от трудоспособного вот возраста, да, это 33,9%. В аналогичном периоде прошлого года, вот если сравнить, да, то у нас в городе Якутске работало 2327 человек, то есть, значит, это уже на 8,8% увеличилось, да, трудоустройство. И если сравнить от трудоспособного населения, то на 1,1% увеличилось трудоустройство. Но к нам обратилось в этом году 261 гражданин с инвалидностью, да, и из них мы на сегодня трудоустроили 99 человек, это 38%, да, и также мы особо уделяем внимание на трудоустройство вот граждан, участников специальной военной операции, да, которые имеют инвалидность, и на сегодня трудоустроено из них 9 человек. На сегодня также проходит профессиональное обучение с гарантией вот уже трудоустройства, да, мы уже переговорили с работодателями, вот 5 инвалидов, и из них это 4 участника специальной военной операции. Мария Трофимовна, скажите, пожалуйста, а какие вот главные трудности, вот, которые, ну, скажем, встречаются на пути, да, вот людям вот с ограниченными возможностями здоровья, вот как они тоже их преодолевают, да, вот в этом плане, что можете сказать? Вообще, конечно, каждый из них желает, как все люди мы желают, чтобы получить какую-то работу, найти ее, да, получить какой-то доход и так далее. Трудности вообще, значит, к сожалению, они имеют комплексный характер, да, в первую очередь это психологические барьеры и стереотипы. Но если вот посмотреть со стороны граждан, да, то у них появляется при трудоустройстве страх вот вообще потерять категорию инвалидности или потерять какие-то льготы, да, вот думают об этом. Со стороны работодателя, если взять, да, то они, если трудоустроить, значит, гражданина с инвалидностью, то будет это менее эффективный, допустим, работник, да, или там какие-то дискомфорты будут в коллективе, да, и также, значит, это будет больше затрат, чем обычного человека, но при этом они не знают, некоторые работодатели, о том, что государство на это очень много мер государственной поддержки есть, да. Следующее, это у нас физическая недоступность, да, это начиная, допустим, с пандусов, даже с лифтов, да, вот есть обратившиеся
граждане, которые живут на 4-5 этажах, но, к сожалению, вот и вот колясочники, да, и они живут на 4-5 этажах. И далее, значит, это и транспортная недоступность, это и тактильные плитки, это и ориентиры для незрячих, да, это приспособления на рабочих местах и так далее. Вот это все идет как бы, значит, вот как физическая недоступность. В-третьих, это отсутствие или несоответствие квалификации, да. На сегодня очень быстро меняется рынок труда, и, естественно, значит, от людей требуют актуальных вообще навыков, да, и вот зачастую те люди, которые вот с инвалидностью, которые находятся в информационной и социальной изоляции, им, конечно же, самостоятельно эти навыки приобрести и так далее, значит, конечно, трудно и сложно. Да, конечно, к сожалению, вот у нас в городе Якутске, ну, это надо признать, действительно, вот то, что вы говорите, встречаются вот эти трудности, особенно вот для тех людей с инвалидностью, да, и, конечно, и вот мы-то люди здоровые иногда порой тоже встречаем эти самые различные препоны в той или иной мере, поэтому, конечно, противостоять надо этим вызовам, наверное. Вот каким образом, вот вы думаете, противостоять, какие есть эффективные инструменты для этого, вот, на ваш взгляд? Мы работаем по нескольким ключевым направлениям, да, надо сказать, и это все идет в комплексе, да, и в первую очередь это сопровождаемое трудоустройство. Когда к нам обращается гражданин с инвалидностью в поиске работы, да, в первую очередь мы проводим профилирование, и на основании данного профилирования ему прикрепляется наставник-куратор, и с помощью его, вот на основании вот то, что вот прошел профилирование, его интересов и так далее, да, делается индивидуальный план содействия занятости. И в рамках этого индивидуального плана мы начинаем оказывать ему, да, если, допустим, на сегодня ему требуется резюме, помогаем ему составить резюме, далее, значит, как пройти собеседование и так далее. И если устраивается, да, то в первые месяцы также мы ему разрабатываем план и вот помогаем ему адаптироваться на рабочем месте. У нас телефонный звонок показывает мне режиссер. Мария Трофимовна, наушники, пожалуйста. Да. Алло, слушаем вас. Вопрос? Алло, здорово. Здорово. Сахалы теккенде. Уйт. Не было бы то айтары. Тембелиде олар олар үйрөтөрген жер туактар специальность берерген туак олох агаяктар деп элете. Onu kanlı ürünlerin tıkançarına inin kurduk onu manna üretenlerger. Allah kim de bilmez. Taksanlar ürepet, epettir de kapsavettir. Olmadı. Beni de onu halde Allah. Хорошо. Спасибо. Ну вот наши радиослушатели спрашивают про детей-инвалидов, да, так тоже их надо как-то чем-то занять, наверное, да, трудоустроить, наверное, имеется в виду несовершеннолетних, наверное. Вот ваш ответ, пожалуйста. Вот здесь вот, конечно, вот как раз это комплексное вот тоже наше направление, да, когда мы целенаправленно, когда гражданин к нам обращается вот с инвалидностью, да, мы смотрим, каков вообще интерес есть его, да, и не просто, значит, ему начинаем, вот, вы должны трудоустроиться там-то, 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 да, но и тут, если отсутствует квалификации, у нас есть две программы, это государственная программа содействия занятости населения, и мы здесь вот в рамках этой программы обучаем, и очень хорошая программа есть как раз, значит, вот граждан с инвалидностью, в рамках национального проекта «Кадры», да, когда мы обучаем, значит, и на сайте «Работа России» может посмотреть каждый гражданин, который на сегодня хочет в этих образовательных вообще учиться, да, и мы в этом году обучили вот 13 таких граждан. На сегодня они вот 6 обучились и на сегодня благополучно работают, да, и также 13 граждан, которые на сегодня вот основы предпринимательской деятельности прошли и открыли свое дело. И вот по гончарному делу, да, здесь, конечно же, вот на сегодня вот этих курсов нет. Если будут востребованы эти
эти курсы мы, конечно же, будем включать в свою, значит, вот программу, да, и можем обучить. И поэтому вот те, которые в рамках профессионального обучения, это исходит от интересов клиента, и мы начинаем обучать их. Но это вот второй как раз, значит, вот профессиональная реабилитация и обучение. Ну и третье — это оснащение и оборудование рабочего места, да. Вот очень хорошо, что на сегодня государство финансирует и возмещает затраты работодателя как раз по оснащению рабочих мест до 200 тысяч рублей. И в этом году, значит, вот яркий пример, да, ООО «Ситим» как раз, значит, когда инвалиды с детства, да, 4, значит, вот инвалида детства к нам обратились, ООО «Ситим» их принял, оснастил рабочее место, трудоустроил, и на сегодня они работают, и в разных профессиях они работают, да, это как плотник, дизайнер, портной, фасовщик, упаковщик. Это тоже пример на сегодня, да, вот как раз к тому вопросу, который на сегодня, значит, прозвучал. И в-четвертых, это мы проводим различные мероприятия, и адресные ярмарки, и гарантированные собеседования, да, и дни открытых дверей, и так далее, да, вот, и также трудоустраиваем счет квоты и так далее. И, конечно же, мы проводим, допустим, и для работодателей очень много мероприятий, семинары, маркетинговые визиты и так далее. Вот весь спектр мер государственной поддержки мы, значит, вот делаем для того, чтобы человек был трудоустроен. Ну вот ключевое звено, конечно, это работодатель. Вот в этой цепочке, да, все-таки тем более вот те вот люди, которые, скажем, по квоте должны все-таки трудоустраиваться, да, ну, в коллективах, да, пусть это будет бизнес там или другие, может, учреждения. А как вот вы убеждаете вот их, чтобы они как-то не просто там взяли, отрапортовали, что у нас есть квота, и на этом все, да, и мы можем отчитаться, поставить галочку себе. Здесь вот как вот работа с работодателями в этом плане? Мы кардинально поменяли свой подход к бизнесу. Так. И здесь ранее, если мы говорили, вы обязаны, как вы говорите, да, обязаны по квотированию взять, это значит говорить об этом федеральный закон, да, то мы сейчас говорим. Ну, законодательство, да. А теперь мы говорим, давайте мы вам мотивированного, лояльного работника найдем, значит, и также у вас затраты, вот, которые на сегодня есть, да, и прямо вот показываем им реальные выгоды, да. То есть, значит, вот на сегодня государством хорошо, что финансируется и оснащается вот рабочие места, как вот я сказала, да, до 200 тысяч рублей на одного вот инвалида для трудоустройства, да, а также есть стимулирование найма, когда работодатель принимает на работу вот гражданина с инвалидностью в том числе, да, здесь возмещаете заработная плата за первый, за третий, за 6-й месяц, и вот таким образом мы трудоустроили 18 граждан, и из них 11 это с инвалидностью, да. Также мы укрепляем вообще репутацию, и мы здесь проводим различные мероприятия, да, для как раз бизнеса. Это и семинары. Вот, допустим, взять в начале года мы провели семинар, и там 102, значит, работодателей приняли участие. Также вот в различных наших мероприятиях каждый работодатель, который на сегодня трудоустраивает, он свой положительный вот ответ, как бы, значит, вот результат сам для своих коллег рассказывает об этом, да, это тоже хороший очень результат дает. Мария Трофимовна, может, какой-то живой пример приведете, да, вот тот, кого вы помогли, кто трудоустроился, вот из этой категории населения? Да, конечно, здесь конкретных вообще вот таких ярких примеров очень много, да, ну, хотя бы но один-два вот примера. один, ну, допустим, значит, назовем его Иваном, да, потому что здесь персональные данные никак не могу, значит, говорить, понятно. да. Он к нам обратился, вот участник спецвоенной операции с инвалидностью 2 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата, да, и он к нам в мае месяце пришел, значит, после завершения вот из зоны спецвоенной операции, из военной части он уволился, конечно же, было ему, значит, очень трудно вообще искать работу, да, и у него не было вообще никакой профессии. И мы здесь начали, значит, вот проводить профориентацию, психологическую поддержку, социальную адаптацию, да, и он согласился пройти на курсы
вот оператор котельной, и мы нашли потом ему, значит, вот компанию, где может он трудоустроиться, и на сегодня он благодарит нас за то, что он нашел работу. Вот ради таких моментов, да, мы и работаем. Да. Ну вот, Мария Трофимовна, вот в ноябре, по-моему, будет объявлен, да, или уже объявлен месячник, да, по трудоустройству вот людей с инвалидностью. Вот Да. есть как-то поподробнее нашим телезрителям и радиослушателям, вот жителям города Якутска в частности. На сегодня вот вообще это инициатива Государственного комитета занятости, да, объявлен месячник по трудоустройству инвалидов, и стартует он с 5 числа, да, с 5 ноября. 5 ноября. Да, и акции будут называться, то есть месячник будет называться «Акция наравне со всеми», да, и здесь... В этой акции мы будем в городе Якутске стартовать 6 числа, и 6 ноября приглашаем всех, тех, которые активных работодателей, тех, которые на сегодня ищут работу с 10 часов до часу дня. Вот в офисе моя вот работа так называется, да, значит, у нас до сих пор, мы на сегодня Якутский кадровый центр, да, это по улице, значит, Петра Алексеева, 19/3, приглашаем на День открытых дверей. Здесь и будет и мини-ярмарка, и здесь будут консультативные, и профориентационные мероприятия, да. Также здесь будет проведено нашими психологами различные, значит, вот игровом порядке профориентационные и карта желаний и так далее. Здесь мы социальных партнеров позовем, да, и, конечно же, здесь будут полностью, какие мероприятия будут вообще вот в месяце, да, об этом расскажем и проинформируем. И информационные часы будут, и гарантированные собеседования будут и так далее. Значит, очень много, значит, мероприятий, в которых, значит, вот человек, который на сегодня ищет работу, да, мы ему будем помогать искать работу, а работодателям необходимых работников. Еще раз напомните нашим телезрителям и радиослушателям, какого числа и во сколько начало? Так, 6 ноября с 10 до 13 часов приглашаем всех по адресу Петра Алексеева, 19/3. Ну, хочу, наверное, выразить тоже пожелание некоторых наших телезрителей и радиослушателей, вот жителей города, да, что обязательно необходимо резюме или нет? Здесь обязательно, значит, вот иметь резюме, когда, значит, вот проходит вообще собеседование, да. Но если на сегодня у человека нет резюме, то мы помогаем ему там же прямо на месте, да? составить это резюме и напечатать также, и вот к работодателю он может уже пойти с готовым резюме. Так, вот по времени у нас осталось совсем немного, Мария Трофимовна, ну что бы еще сказали нашим телезрителям и радиослушателям, обращаясь и к тем, кто сегодня тоже вот, будет ищет работу, да, и тем более людям, которые вот с ограниченными возможностями здоровья, пожалуйста. Здесь вот я хотела бы сказать о том, что каждый гражданин, который ищет работу, он должен все аспекты, да, какие есть возможности трудоустройства, это все включить, в том числе и знакомых, и родных, и так далее, и, конечно же, обратиться в службу занятости, да. И здесь мы не только вот работаем со всеми этими вакансиями, но и выходим к работодателям, да. Вот на сегодня квотирование рабочих мест на сегодня установлено, это 362 организации, еще будет больше. На сегодня вот на 91% у нас исполняется эта квота. Поэтому, значит, вот те, которые ищут работу, мы приглашаем, конечно же, на День открытых дверей. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом наша передача «Сегодняшний Кут» сегодня подошла к концу. Спасибо вам за участие, вам успехов в вашей работе. Сегодняшнюю программу провел редактор Юрий Сергеев. Всего доброго, до свидания.